Прямой эфир с автосервиса «Автосеть РФ». Короче, доктор, я тут привлекаю механиков, очень крутых мужиков, настоящих мужиков, которые любят кататься в масле, под машиной, в машине внутри со своими, говорят, масляными руками. Вот настоящие мужики, смотрите, они ставят сейчас, смотрите, этот, как называется, это что за фигня? Коробка. Это коробку они ставят, представляете мы? Вот, я их, короче, уговариваю сняться в моем рилсе, но они ни в какую не соглашаются, потому что это настоящие мужики, которые не тратят время на какие-то пустые дурацкие рилсы. Они работают и собирают эту фигню, это коробку. Мужики, снимитесь в рилсы, нет? Приезжайте только в этот автосалон, автосеть РФ, потому что здесь работают профессионалы своего дела. Ну что, Паша, бляха-муха, как страшно. И вот этот будет у меня сниматься в главной роли, мужик с золотой, с огромной цепочкой, видите? Они хорошо зарабатывают, по ходу дела, деньги, раз такой толстой цепочкой ходят. Что, мужики, давайте быстрее ставьте коробку, мне надо рилс снимать, я уже тут целый час торчу, блин, вы со своей коробкой возитесь. Втроем не могут вот эту фигню поставить, блин. Представляете, мы 5 минут возятся с этой коробкой. Мы этот рилс, наверное, снимем через час. Мы столько времени потеряли. А это кто? Здравствуйте. Руководитель отдела продаж. Вот, руководитель отдела продаж. Вы почему не разрешили нам снять вот тот смешной рилс? Это он отказался? Не он? Вы же молодые, вы должны в будущее смотреть. Это же рилс, наоборот, набрал бы 1 000 000 просмотров. А вы по старинке какой-то тупойский разговорный рилс заказали, блядь. Я же тоже за свою рекламу переживаю. Если когда мало просмотров, это же тоже по моему авторитету вообще-то бьет. Ой, боже, вот так придешь до старой рекламы снимать, да, вот свои идеи показываешь человеку. Я же лучше знаю свою аудиторию, лучше. Вот когда заказываете рекламу, 100 раз подумайте. Я-то свою аудиторию знаю как свои 5 пальцев. Я 6 лет веду блог, и каждого подписчика почти лично знаю. Понимаете? Надо прислушиваться немножко к моему мнению. Вот они даже бегут от камеры. Молодые люди по старинному методу хотят рекламу заказать. Теперь мы потеряли целый час, ждем мужиков вот этих, которые коробку вон до сих пор ставят. Прикиньте, втроем не могут поставить эту коробку, понимаете, да? До сих пор возятся. Они мне нужны, они в главной роли у меня. Мужики, а это перерыв нельзя сделать? Пока оставьте вот, нельзя, да? Пока оставьте вот так на 5 минут, мы быстро снимем. Бля, вот это не упадет машина? Слишком долго возятся, да? Мне кажется, они меня сейчас прибьют. Ой, я испугался, я думаю. Сегодня позвали какого-то Денчика. Денчик! И меня сейчас прибьют. Они, смотри, какие злые ходят. Я еще их уговариваю сняться в рилсе, блин. Они опасные мужики. Вот такие вот рабочие профессии, которые работают на заводах. Вот такие чисто мужскую работу, которую выполняют мужики, они очень опасные, потому что они один раз тебе могут бац, дать тебе, и все, капец тебе. Руки какие. Не то, что вот эти изнеженные СММщики, видеооператоры, рилсмейкеры. Покажи себя покажи. Не надо так говорить. Надо, покажи свои пальчики. У тебя самый большой пальчик в мозоле, а у них руки-то руки. Дал один раз, и все. С ними даже шутить нельзя, между прочим. Чего вы хотели сказать? Можешь пока их не снимать, пожалуйста? Зачем ты выключил камеру, блин? Я никогда в жизни камеру не выключаю. Да, короче, вот этот администратор подошла, автосеть РФ, и говорит, выключите, пожалуйста, камеру, мужики, говорят, нервничают, они, говорят, сейчас орать начнут. Я сама их испугалась. Мужики, 1 минутку только, меня 1 минуту займет, а? Я вам пиво принесу. Чего, серьезно говорю? По бутылке пива холодного принесу. Видал, какие серьезные мужики, даже не разговаривают, они даже перестали со мной разговаривать. Мужики! Смотри, они даже не реагируют на меня. Бля, эти мужики на меня до такой степени разозлились, Дутар, что они готовы были меня в космос отправить. Я достану кого угодно! Желательно 7 мест, конечно. 7 мест выбрать. Ну, не обязательно вообще. Короче, прикиньте, Достар, мы тут приехали рекламу снимать, и вот Данил заинтересовался машинами и с менеджером разговаривает. Каждый день, потому что обновляется машина. Каждый день, говорит, обновляются машины. Запишите. Цена заинтересовала Данила и заинтересовала господдержка и утиль. И у него как раз вот этот свой старый автомобиль, он битый-перебитый. Я вам потом покажу снаружи его. Хочет поменять. Видите, как выгодно со мной работать? Приехал, увидел человека и понял, что действительно здесь стоит брать машину. Чего, Данила, ты серьезно надумал, что ли? Предложили, да, варианты.
По трейдуну. А ты же подходишь под эту господдержку тоже? Да? У тебя Кстати, двое у тебя 3 детей. Ну, у меня 3, да. Но я не думал, что на машину это распространяется. Ну, только квартиры, ипотеки, все такое. Как? Не зря сегодня тебя снимал. Вот так вот, вот так вот. Меня файданных барбостар. Сейчас много вопросов возникнет. Почему вы работаете с другим видеомейкером? А где Реналь? Что, вы поругались, что ли? Нет, доктор, Реналь не мог. Не смог. Он же тоже очень занятой человек. Он же артистов очень много снимает, звезд снимает. И я 2-го ранга. А может даже 3-го, а может и 4-го. Вот Данил тоже очень первоклассный видео. Рилсмейкер называешь себя или как называешь ты Хоть себя? как называйте. Снимай видео, короче, любое. Хоть как называйте его, но он снимает видео хорошее. Короче, друзья, хотите прикол, расскажу. Сейчас, короче, меня Данил говорит, я твой аккаунт найти не могу, башкирская домохозяйка. Никак не получается в Инстаграме тебя найти. Я говорю, в смысле, я не в теневом бане, все нормально у меня с аккаунтом. Дай-ка телефон. Я взяла телефон, начинаю вводить свое имя, да. И представляете, действительно, мой аккаунт не находит у него. А это говорит о чем? Или я в теневом бане, или же он у меня в этом, в заблокированных. Значит, я его... Подстава это все. Нет, не подстава. И прикиньте, я говорю, не может быть я в теневом бане. Короче, мы заходим потом с левого аккаунта с его, да. Он меня сразу нашел, все в порядке. Значит, я не в теневом бане, а он, оказывается, мой хейтер. Представляете, я хожу, снимаю видео со своим хейтером. Я же людей просто так тут не блокирую. А он у меня заблокированный, в черном списке стоит. Это говорит о чем? О том, что он мне писал какашки гадости. Да нет, Чё вы я мне не писали? мог такого написать. Я всегда хорошее пишу. Ага, а почему тогда ты в заблокированных... Опечатка, может, какая-нибудь произошла, ты подумала, что я какой-то злой человек. Что ты писал под моими постами? Ну-ка давай признавайся. Красивая стройняшка. Ага, он, наверное, писал что-нибудь там, хватит жрать, толстушка. Обычно я таких блокировала. Вот такое тоже может Дустар быть, представляете, да? Сейчас же стройняшка можно разблокировать. Работаем вместе, да? И потом, земля круглая, Дустар, земля круглая. Поэтому, Дустар, сколько раз я вам говорю, не делайте гадости другим. Может вас потом вы встретитесь и можете сродниться с этим человеком, работать вместе. И прикиньте, вот такое возможно. Так что следите за своими словами и за своими комментариями. Пока, хейтер. Зәкиға қоймақ яратмағала қоймаға шатам енді. Как можно қоймақ яратпақ қаласың? Кувашағанмындар. Я ол шулай бит. Бірнәрсе кувашсыздан sonra. Үйдері да. Ол 6-шы класста, 5-ші класста мен вафли ожағаны. Тек мынандай квадратный саталар. Қошып беттім, тек оны ошып. Мен шудасың, илеңе үйренгенден генә мен ошып барсам, вафли болып. Короче, достар, бұнда Зәки ағай встреча одноклассниковқа барып қайтқан. Весь одноклассниктарын көріп қайтқан. Рахаттанып, сөйлесіп, келіп тұрып бітәһілі қартайған тей. Мен бөрідім ешті. Салманы тиген бола Зәки ағай. Шаяқтабы. Келіп тұрып бітәбіз де қартайған бітті. Зәки ағай. Все состарились. Интада Зәки ағай айта меня. Жоқ, мен больно-то қоймақ яратмаймын. Өзім айтам dey. Қызыма айтам, құймақ көп пішірмем айтам, құймақ яратмын дегенім. Ошай баштадым айтам, жоқ, мен мына ошай айтам, ол тәмді бет. Тәмді бет деп аша отыра. Башта тәмді деп ойлаған секілді. Вот таких вот 2 корки блинчиков испекла. Я, короче, сейчас, доктор, знаете, что хочу? Я же хожу, ходьбой занимаюсь, но мне кажется, этого мало. У меня же вся кожа обвисла, и я сейчас хочу вот с Азалией, с тренером Азалией позаниматься. Потому что вчера я пошла покупать лифчик, одеваю, да, смотрю, у меня вот лифчик уже касается, и вот так кожа вот так свисает все. Понимаете? А раньше я это не замечала, а тут смотрю, и так стрёмно смотрится вообще. Короче, мне срочно надо вот эту всю кожу подтягивать. Ортайгач орманға үйірмесі, үйкелері сөйзеп, дұрышы бұлар кейсеп, ұлтан жоғарып, мұнша қып қана отырға. Орман бұлар. Урман, специально свои штаны. Сіз бет хитресіз. Кортканға барсында, мен де беш қойтап ұтыртамын. Хездele урман инде. Онда орман. Зәки ағайдың өлінде урман ол, между прочим. Зәки ағай, қойма қал берем. Келді болды, жоқ. Неміште, тәміз болдым әлі. Yok, ötemli buldu. Tek boş karşıya üstüne basalım.
Üstüne aşağınım diyor. Şurada tatarlar öyle diyor. Ben sığırına sıçıp öyle öyle. Selam bütün izgeletler işi. Ben selam diyor. Sı harfini употреблять etmem. Yaray zekalı. Erad, kızım isen sağ ol kızım. Давай, урма. Orada bakın. Ладно, пока. Ты первую зарплату получила? Ага, 700 рублей. 700 рублей. Первая зарплата Азалюшки. Чё, на что потратишь? Да пока не буду тратить. Копить будешь? Ты как папа будешь сейчас копить, я тебя знаю. У меня репетиторов буду сама хотя бы оплачивать. Своих репетиторов? Короче, прикиньте, будет заниматься репетиторством и на эти деньги оплачивать своих репетиторов. Это гениальный план. И мне он очень нравится. И если еще об этом папа узнает, он вообще будет на 7-м небе. Что не надо оплачивать твоих репетиторов, Азалия. Да. Она мне еще пишет такая, типа, да, пишу, спасибо большое. Вам спасибо, что мире нравится. Я думаю, это так мило. И вот поэтому кадам добросовестная шля. Гель шлайтып үйретем. Где бы ни работала, хоть на пельмени лепишь екен, лепи добросовестно и быстро, качественно. Приехала Реналь со своими домашними пельмешками. Кто не знает, еще раз напоминаю, Реналь лепит пельмени. Он открыл у себя дома производство. На самом деле моя мама лепит. Я помню в детстве, она работала в пельменном цехе в Давлеканово, короче. Да? Я же тоже в пельменном цехе работала. Да, и она работала еще, знаешь, сутками, вот так прям ночью. И помню, папа нам готовил в это время супы из доширака, всякие там странные блюда. Она в это время пельмени лепила. Да. И вот потом тетя там приходила, нам жопу на ночь мыла, на работе. Пельменный завод закрылся, она ушла на обувную фабрику. Потом, когда уволили, и она сейчас открыла свой бизнес. Представляете, она, короче, шила сандали. Давлекановские сандали же есть, представляете? И когда ее уволили с работы, помните, ну, когда закрыли фабрику, всех уже распустили работников. И помните, я рассказывала, она сидела, плакала. Ну, не плакала, но ей тяжело было у Реналевской маме. И она говорила, блин, чем я теперь займусь? И прикиньте, вот сейчас дома производство открылось. Да, и самое главное, что все поперло. Да. Пельмени, манты, кушать люди всегда хотят. Смотрите, какие красивенькие домашние пельмешки. Все вот как Вот. один в один. Прикиньте, вы вот это сможете получить. Это вы реально очень вкусно. Что у тебя там еще есть? У меня еще вот это на запас. Кому надо, короче, заказать без конкурса, тоже пишите. Да, Есть, короче, запас. Реналю пишите. Ты мне халяльный привезешь, да? Да. Угу, 3 килограмма. Спасибо. А что ты, манты так мало? Потому что в субботу все привозят только. Эй, нам пошика, да? Сейчас я мантами угощу. Хочешь пельмешки? Или доширак? Ренат, идем, я тебе футболку подарю. Под твои штаны. Новая, я один раз всего одевала. Это значит не новое. Это же не новое. Ой, Алла, один раз кигеним штеган. Киванда? Снимаешь, что ли? Снимаю. О, смотри. Ну, она женская, ну, хрен его поймет. Я тебе прикол скажу, эти штаны тоже женские. Да? Обалдеть. Был вообще-то бифрин К. Или Азалия, ты хотела носить такой? Нет, спасибо. А что ты ржешь? Она не умоет, что ли, сейчас? Да? А что не так с ней? А что ты Нет, ржешь? все хорошо. Сейчас леггинсы не одену. А что цвет такой? А что, какой тебе надо? Поярче. Ну, нету. Где Вот. зеркало? Где? Смотри, в коридоре. А что, наоборот, немножко отличаться должно. Ты теперь настоящий ягуар. Или кто там? Пятнистый кто бывает? Пятнистый кто бывает? Ягуар же, да? Ягуар? да? Егор, А кто? Нет, пятнистый вот такой. Это кто? А, леопард. Ты настоящий леопард? спасибо. Нет, ты будешь носить? Конечно. Если не будешь носить, отдай. Она модная, видишь, тут даже ярко-таровая, как ты любишь. Видишь, потертая. Точно новое? Да это новая, я всего один раз ее одела. Нет, а что порватые? Это порватая мода такая, баше. Наоборот же прикольно, Реналь. Спасибочки. Спасибочки. Ну нет, серьезно, Азалия, скажи, прикольно смотрится? Магазин говорит, ай, по-русски надо говорить, блядь. Впереди несколько. Почему я говорю по-русски, друзья, хоть и с огромным акцентом? Потому что я хочу выйти на русскую аудиторию тут. Хочу, чтобы русскоязычные тоже меня смотрели и понимали. А то многие мне там пишут, типа, мы не понимаем вас, а очень хотим смотреть.
И вот кыргызы меня смотрят, казахи меня смотрят, узбеки меня смотрят. Они, конечно, понимают меня, но не все понимают. Они говорят, мы понимаем только половину. Говорите, говорят, пожалуйста, по-русски, они говорят. И русские тоже много смотрят. Из-за этого я хочу вот выйти на русскоязычную аудиторию, говорить на русском. И таким образом меня могут смотреть все национальности. Вот из-за этого я хочу вести на русском. И стараюсь поэтому говорить больше на русском. Но знаете, что я заметила? Когда я говорю на русском, да, я шутить больно-то не могу на русском. Не могу и все. Вот. Мне шутится легче на башкирском языке, понимаете, на своем родном. И когда я шучу на башкирском, мне как-то вот все естественно у меня получается. А когда на русском, я халматица, неестественно, короче. Вот. Ты вот это замечала за мной? Нет, не всегда смешно. А я удошла. Это вообще Риналь меня надоумил, сказал, говори больше по-русски. Потому что эгоистично вот просто вести на башкирском. Ты Да, это эгоистично. не даешь всем насладиться этим. А те, которые пишут, типа, вот, пускай учат башкирский и так далее, но все равно, типа, есть у нас в стране универсальный язык, который понимают все. Как будто бы ты свое творчество вот так скомкиваешь, ограничиваешь. Да, и ограничиваю, да, вот правильно для маленького сказал. количества людей. Больше людей должно тебя узнать. Вот так. Естественно. Поэтому я хочу вот побольше, конечно, по-русски говорить. Но я забываюсь, понимаете? Я забываюсь. И начинаю обратно говорить на башкирском языке. Говорю на русском, потом бац, резко перехожу на башкирский язык. И тут все в шоке, я в таком виде достаточно. Сейчас мы купим пиво опять. С Риналем опять будем бухать. Как будто мы какие-то бухари. Что-то мы всегда с Риналем в магазин приезжаем только за пиво. А просто у нас войны. Как с Риналем что-нибудь снимаем, у нас вечно пиво. Давайте купим такое пиво, чтобы потом Альберт мог его выпить. В прошлый раз снимали же баллон. Я же думала, что его выкинул, а Альберт его выпил. Шихан алат мол. Зачем все знают, что это пиво? Да, все знают? А, ну ладно. Я думала, только Шихан знает, что пиво. Вот Балтика точно все знают. Что, Козел не знает? Да? Че, вы Козел знаете пиво такое? Реклама алкоголя улайын. Как ты сказал? Ну, не знаю, чтобы меня кусакка хайзанинды. Давай 6. Альберту мало же будет. Да, вот самый раз. Выхожу я из магазина вот с этим пиво, да. У меня в руках, я вот так прямо держу пиво. Встречаю подписчиков. У них такие глаза были. Днем встречают меня с этой охапкой пива. Так посмотрели на меня и начали со мной разговаривать. Ой, говорит, мы, говорит, смотрим, думаю, это вы, не вы с пивом. 79? Нифига себе! О, кстати, Дултар, сейчас узнаете, сколько я вешу. Ты же говоришь, неправильно. Правильно-то! Чего неправильно-то? А что он плюс 60 грамм показывает? Что это? Ну, значит, неправильно. Мозолья. Пол неровный. Вот 0,0. Сейчас я встаю. 71 900. 72 я. А ты сколько? Давай-ка за мной вставай. Неправильно Подожди, не наступай пока. Ну что, вот это 2 килограмма. Ну что ты его делаешь? 2 килограмма. О, видишь, я худее тебя. Прикинь, да, я дожила до этого момента, что я худее тебя. Это просто штаны тяжелые. А он постоянно раньше говорил, что я толстая. Так ты свои фотки видела? А че я свои фотки видел? Теперь я тебя буду называть, эй, толстый. Сейчас я тебе покажу. Ого, смотри-ка, да. Я не верю, что это. А мне кажется, мое лицо не изменилось, да? Изменилось ты что? Сильно изменилось, да? О, смотри. А чё? Это ты фотошоп сделал? Какое это видео? А чё не... Ренал, не может быть этого. А чё? Нет, это фотошоп, вон Какой? ты! Это не я. А, это не ты. Фулев. А чё я такая, что ли? Да. И шо? Обалдеть. А мне казалось, что я у меня изменилась. О! Ну как я изменилась за вторник? О, боже. Ну вон в том видео видел какой-то фотошоп, да, Риналь?
Вот что это? Вот я щеки наела тогда, да? Вот именно из-за щек, оказывается, Дуттар, у меня не были видны уши. А я шо? А знаешь, что люди пишут, что я похудела и теперь им не интересно смотреть меня. И дурачиться. И снова с вами рубрика «Сплетни от Реналя». Сегодня будет жарко, капец, мы тебе Реналь приготовил вам очень горячие новости. С какой начнем? С блогеров или с артистов? Давай с артистов, а то всегда блогер надо сильнее. Новая группа, которая в Башкортостане появилась, Айола. Вот это Хумай, который придумали. Так, обсуждали, сколько берут гонорар. Последний раз, когда мы обсуждали месяц назад, у них был 1 миллион. Одно выступление, что ли? Да. Сейчас ценники выросли. И такая новость, что башкирские радиокомпании убирают, их треки из своих ротаций. Потому что они, со своей стороны, не хотят выступать задешево. То есть там им что-то, говорят, 1,3 миллиона предлагали, они, отказались. На радио всякие эти не приходят. Башкирские радиоканалы звали их, они не приходили, да, или просили деньги? Да. Ну, там еще какое-то мероприятие, и такая информация, что им якобы предложили 1,3 миллиона за выступление в арене, и они отказались от этой суммы. Башкирские СМИ обиделись на Айола и везде убирают ихние треки. Помните, еще года 2 назад или 3 они меня немножко заклевали тоже. Пытались. Если их уже слушают на мировом уровне, реально, я тоже согласен с тем, что нужно максимально делать высокий ценник, чтобы не распыляться, да? Коммерческие радио работают по такому принципу. Ты нам что-то делаешь, мы тебя ставим в ротацию. Ты же сама, твою песню же крутили. Да, обижалась, да. Когда мы еще не работали с Реналем, мне предлагали, я когда выпустила песню, да, я хотела, чтобы мою песню выкладывали и там на БСТ, там, допустим, да, и на радиоканалах выкладывали, да. И, понимаете, никто не выкладывал, никто. И я тогда думала, а почему мою песню никто не выкладывает? Какого черта? Что, она плохая песня, что ли? Почему одну и ту же песню крутит кого-то, да, а меня не крутит? А оказывается, Дуттар, за эту услугу надо платить. Вот ты заплатил, чтобы твою песню крутили на радио, там расценки разные. За одну песню, кстати, на радио сколько? 40 тысяч, да, вроде платишь? Или сколько? Это там определенный период времени, сколько выходов в день. Вот, договариваешь, то есть разные тарифы есть. 40, да, где-то примерно 40 тысяч, чтобы твою песню месяц крутили. Не у всех артистов такие деньги есть. Прикиньте, если вы видите клипы и песни, что крутят на радио, знайте, за это артисты заплатили. Просто так никого не... Группу сейчас хейтят. Начинается эта ненависть среди людей. Группы Айола не стала фотографироваться с фанатами в Уфе. Охрана растолкала всех 11 собравшихся человек. Да, вот так вот. В Казахстане фоткалась, со всеми там, а здесь в Уфе не захотела фоткаться ни с кем. Фоткаться это тоже очень много времени надо. Если ты с одним начинаешь фоткаться, там толпа выстраивается, прикинь, там сколько людей было, сколько пришли. Там с каждым надо будет перефотографироваться, часа 2-3 надо будет уделить. Я посмотрел интервью Иосифа Пригожина, это муж Валерий, он продюсер, и он говорит... Делает молодежь сегодня. Не подая фотографироваться, прячутся, убегают. Кому вы нахер все нужны? Чего вы прячетесь? Вы для чего популярность себе приобрели? Чтобы радовать людей своим присутствием. Здесь я согласен. Вас узнали, вам хотят прикоснуться. Радуйтесь. Вы для чего вкладывались в свое имя? Чтобы потом унижать тех, кому вы нравитесь? Мне кажется, все-таки вторая сторона... должны, да, фоткаться. Понятно. Вот такие вот, Дуттар, новости от любви до ненависти, один шаг. И вторая, не менее интересная новость, Дуттар, про блогера Арбулину. Все знают блогера Арбулину, она у нас как там ведет трэш-контент, скандалистка. Она же вела блог как Галян. Сейчас у нее Новая Арбулина. Сфера, да, новая Арбулина. Новая я. Ты как, в ясновидение веришь? Верю, да, верю. А в реинкарнацию? Тоже, кстати, верю я. Да? Да. А ты что, не веришь ты? Не знаю. Да? Я сам с таким не сталкивался, поэтому сложно сказать. Но вот у Светланы Арбулиной, оказывается, младший сын переродился. И кто это был в прошлой жизни? Кто? Сталин. Сталин? Да. Младший сын Арбулиной? Да. Представляете, Дуттар, сенсация! Младший сын Арбулиной Сталин перерожденный. Представляете, Дуттар? Она рассказывает такие вещи, то что... Когда я
тебя, мам. Он обожает хачапури, обожает чи. Он говорит, что он вот боится самолетов, а вот Василий, блядь, у нас Василия вообще не... А вот Василий любит самолеты. И про Якова рассказывает. И когда он сказал, что друзьям верить нельзя, вот у него был один друг, Белия, он назвал, Берия фамилию. Я просто вот рухнула со стула. Я деда Йося. И вот в то время я ему показывала фотографию Сталина. Он же говорит, я был точно таким, это Алим. Я Сталина ему показывала, он говорит, это Алим. Сын, когда научился говорить, он начал, говорит, бить по полу и говорит, я Йося, я Йося. Надеюсь, у него нет желания отправить всех ссылку. Или расстрелять и трогать ляха-муха. Будем надеяться, что сын Арбулиной не придет к власти. Мне кажется, ты вот это переродившаяся индийская Зита и Гита тетиса. Точно! Все меня называют Зита и Гита. Это которая... У тебя вот эти тоже повадки. Да? Да, я злая мачеха. Меня же все называют злой мачехой. Из Зиты и Гиты фильм, да. Ну, я действительно похожа на нее, да.